Всем доброго дня, друзья мои. Ну вот, я уже оделся, собираюсь на улицу. Сегодня такая, дождя нет, вроде солнечно. Ветер такой, не знаю, как будет там на камеру звук мешать. Решил все-таки нашу готовку в казане заснять. Сегодня у нас есть мясо, вот столечко примерно, свинина, помидоры. Дальше морковка, лук, ну и, собственно говоря, сами макароны. И будем готовить сегодня в казане макароны с мясом, с овощами. В таком овощном соусе, так сказать. Как это у нас получится? Очень мне этот рецепт понравился. И хочу тоже поделиться, и чтобы вы посмотрели, как это все происходит, будет происходить. И давайте вместе будем готовить. Сейчас я буду выезжать. Айда на готовку в наш двор, на казане будем готовить. Начнем, благословящий. Сейчас разожжем казан и пускай он греется. Наш казан нагрелся, и вот добавляем масло, вот столечко. Давай еще, Катюша, давай. Ох, тому как летит опять. Так, да, масло добавить надо еще. Вот. Пускай. Еще, давай. Давай. Ну, хватит. Теперь подождем, пока масло нагреется, а сюда добавлять будем уже мясо. Осторожненько, не брызгайте. Давай, ложись. Сейчас хватит. Перемешай шумовкой сначала. Так, давай, перемешивай. Все зашкварчало. Очень сильный ветер везде. Ветер как раз аромат несет в умкину сторону. Сейчас слегка обжарим наше мясо. Вот столько мяса ароматного. Вот на такие кубики слегка. Сейчас обжарим. И будем потом уже... Нам сегодня это мясо надо протушить. Не просто обжарить, а надо протушить. Очень красиво мясо румянится, какое золотистой корочкой покрывается все. Аромат уже, ой, а как будем добавлять там лук, морковь, это вообще будет супер. Так что в интернете это почему-то называется макароны по-татарски. Но не только татары это готовят, это многие народы готовят такое блюдо. Я видел, и казахи тоже так готовят. Это, скорее всего, интернациональное такое блюдо. Макароны с мясом. Но вот то, что казан и дымок дает какой-то особенный привкус, в этом я не сомневаюсь. Это будет вкусно, друзья мои. Вот. Могу и не могу тоже. Просто мне вот сам процесс. В основном, конечно, будет Катя занимается. А мне просто охота тоже. Хоть вот смотрю, как она все шкварчит. Вот охота взять шумовку и хотя бы вот пару кусков вот так сделать.
Очень мне нравится вот этот процесс там. Шумовку для себя я все равно сделаю, это просто для меня вот она неудобная. Чуть-чуть по длиннее бы ручку, чтобы, например, на коляске близко к огню не подъехать, а сдалека можно будет это все перемешивать. Вот. Готовим дальше, друзья мои. Пошел у нас, друзья, наш лук, лучок, такой кольцам, полукольцами. Сейчас вместе с лучком не обжарим, дальше будем обжаривать, чтобы лук такой золотистого цвета стал. Вот. Огонь горит, пока на максимуме. Звуки просто шикарные, аромат вообще божественный идет от казана. Осторожненько там сейчас, чтобы к стенке ничего не прилипло. Все это дело перемешиваем постепенно. Солить пока не солили. Лук, друзья, слегка зарумянился, слегка. И сюда сейчас сразу добавляем морковку. Морковку, да. Нарезанную соломкой. Потому что, ну вот, морковки не очень много, потому что, ну, в основном она идет для красоты. Вкус моркови так-то, если честно, не очень там, но кто-то любит. Я люблю, чтобы она была просто для красоты. Разноцветное потом блюдо получается очень красиво. Сейчас мы немножко морковь обжарим. Буквально там 5 минут. Слегка все это потушили, разровняли, чтобы ровненько было. И сейчас мы будем добавлять сюда воды. Вода, чтобы она была, ну, максимально, ну, теплая или горячая. Осторожненько сначала, осторожненько. Осторожненько, давай, добавляй. Добавляем воду. Подожди. Да, давай, добавь. Добавь. Вот, все. Так, ну-ка перемешай теперь. Это все дело перемешаем сейчас. Огонь потом надо будет слегка убавить. Вот, перемешай. Вот, все. Разровняй, притапливай мясо. Мясо немножко притапливаем. Вот. И еще немножко чуть-чуть водички добавь. Чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. Добавь водички. Давай. Все, хватит. И это все у нас дело пускай тушится. Закрываем крышкой. Ставим огонь. Ну вот. А как огонь? У нас просто закрываем дверцу печную. И огонь будет потише. Немножко добавляем приправы. Приправа у нас так как свинина мясо, ну, приправы свинины немножко добавим. Немножко всего. Вот. И сейчас еще посолим. Для начала соль, ложку поставим. Сейчас перемешай потом это все. Огонь что-то у нас не убавляется. Не сразу надо. Ну да, немножко уже огонь стих. Ну пускай так вот. Перемешай. Это уже с солью потом. Перемешай. Нормально. Потом все притапливай. Вот. И закрываем крышку и минут 15 так. Потом добавляем еще очередной ингредиент. Ну что, друзья, процесс идет. На улице солнышко, а я в свитере.
потому что северный ветер, холодно. И на небе начали собираться тучи. Не знаю, успеем мы это всю вкусняшку приготовить. Ну, не спеша, чтобы по-человечески это все было. Ну, хотелось бы. Вот солнышко вышло из-за тучи, прям жарко, но все равно, как только солнышко закрывает, ну, туча закрывает, очень холодно и может вам покажется странным, я сижу в теплой кофте, а мне в лицо бьет такое солнце, и придется шуриться. У нас блюдо готовится, потихоньку это все дело. Ждем, ну, как сказать, идем пошагово, что будет дальше. Сначала мясо, овощи, потом уже дело дойдет до самих. Вот Умка, она тоже скучает. Мы сначала будем готовить, а потом уже с ней прогуляться. И вот она нервничает. Это что такое, время уже на прогулку. Они что-то затеяли там. Вкусно пахнет еще, ветер в сторону нее несет. Вкусный аромат. Вот так у нас тушится мясо. Именно тушится. Надо, чтобы наше мясо протушилось до готовности. И сейчас немножко уже добавим помидорчиков, томатов. Вместе с мясом дальше будем протушивать. Ну, тушить, то есть. Так. Сюда можно, конечно, и перец добавить. Ну, у меня нету сейчас сладкого перца. Просто я бы так добавил еще перца. И желтого, и красного. Сейчас это осторожно перемешай. Давай. И сейчас немножко вода, видите, выпарилась. И немножко воды сейчас еще добавим. Сейчас проверим на соль. Вот дай, Катюша, ложку на соль проверим. Вроде бы нормальная. Сейчас добавь еще водички, добавь, и пускай дальше тушится. Хорошо. Все перемешай и закрывай крышкой. Перемешаешь, прикапливаешь. Это все. И все. Пока у нас все готовится, Катюша решила за лучком зеленым. Я говорю, может, не будем зеленый лук класть? Она говорит, я люблю зеленый лук с мясом. Это уже в самом конце будем добавлять. Чеснок и зеленый лук в самом конце будем добавлять. Прямо с грядки. Помидоры тоже свои. И лук тоже свой. И чеснок. Надоело ждать Умке вкусняшку и прогулку, и решила прилечь. Лежит. Свежий ветерок ей дует. Балдеет. Минуту тишины. Ждем, друзья, ждем. Постепенно. Так, огонь. Сейчас добавим немножко огня. Что-то вот так вот кипит потихоньку, тушится. Ой. Вкусно ведь, друзья, пахнет. Мясо у нас практически готово. Все уже, мясо, да, дошло. Сейчас добавим макароны. Сейчас сюда вот эту вкусность. Макароны добавляем просто так. Сверху просто насыпаем макароны.
Разравниваем это все. Разравнивай. Сейчас это все разровняет. Разровняй и плотненько так притапливай. И добавляем сюда водички. Давай, добавляй водички сюда. И получается, наши макароны будут готовиться в бульоне, вот этом мясном бульоне. Чтоб чуть-чуть сверху. Еще. Хорош. Все, вот так примерно. И чтобы сверху макарон водичка не было. Если будет постепенно убавляться, мы будем постепенно водичку добавлять. Как бы вровень с макаронами. Если плов, когда делаем, мы плов закрываем немножко, а так вот вровень. Пускай вот так. И сейчас тоже закрываем крышкой, и это все будет тушиться. Все уже самый последний, ну, из составляющих, основных составляющих у нас макароны. Макароны желательно, конечно, из твердых сортов пшеницы. Я люблю перья и спиральки. Ну, сегодня мы положили перья. А так можно любые там рожки, ригатоны, всякие там завитушки. Ну вот, перья, почему-то мне нравятся перья, вот и эти спиральки еще такие. Они сейчас тушатся в слабом огне. И ждем минут 15 вот так протушим. И потом все это дело нужно нам перемешать. Вот так, друзья, они готовятся. Сейчас они будут впитывать в себя влагу. Пускай насыщаются вкусом этого мясного бульона. Кому-то может, чтобы макароны чисто были там с мясом. Кому-то с бульоном. Кто как хочет. Потом уже сами вы добавляете там. Если вы хотите, чтобы пожиже был вот этот соус, так сказать, может добавить воды побольше. Хотите, чтобы чисто там макароны и мясо были, просто крышку открыли, немножко вода, чтобы испарилась побыстрее. И тоже так будет. Ух, друзья! Вот такой аромат. Прошло 10 минут. Сейчас мы будем перемешивать это все дело. Давай, перемешивай прямо снизу все. Вытаскивай эти овощи все. Давай. Перемешивай. Осторожненько, чтобы сами макароны. Вот. Вот это вкусняшка. Перемешай. Но не это самое, не дави. Чтобы макароны форму свою не теряли и не разварились. Вот, все. Так. Немножко выровняй. Это все. Давай, выровняй. Перемешали это все дело. Наверное, еще водички немножко добавить, потому что у нас еще макароны не готовые, а водички мало осталось. Давай, добавь. Ну, так. Теперь накрывай крышечкой. Вот еще будем ждать. Проверка на готовность. Макарон. Не. Пока не готовы макароны. Закрывай крышкой. Соль нормальная. Мясо мягкое. А вот макароны еще не готовы. Еще подождем. Вот так они доходят. Покажи, как доходят. Вот так они доходят. Вообще божественно вкусный вкус. Вот это да. Сюда еще добавим зеленый лучок и чесночок. Вообще будет супер. Сейчас не надо сильно мешать. Вот. Очень ароматно и вкусно. Сейчас все. Выровняй. Сейчас сюда добавляем чеснок и зеленый лук. Давай. Добавим. Это чисто уже в самом конце для аромата. Чеснок даст пикантность. Мелко, очень мелко порубили. Ну, можно чеснокодавилкой, мы порубили. И зеленый лук тоже. Отправляем эту вкусняшку еще. И пускай еще буквально минуту потомится. Вот сейчас перемешаем это.
Это мы сейчас перемешаем сейчас. Осторожненько. Вот, осторожно. Все перемешаем. Видите, какая красота? Видите, друзья? Ой, мои друзья, какая вкуснота. Прелесть, просто прелесть. Бурян. Не, в середину еще, в середину еще, вот. Вот, в середину, да, вот так. Вот так это все надо делать, в середину. Давай, в середину. Как бы горка, чтобы в середине образовалась. Вот. И теперь сейчас буквально, может, минуту, может, две. И будем пробовать. Шикарное блюдо, вернее. Ой. Так, наши макароны готовы. Вот такая вкусняшка. Не очень много для проверки. Во, смотрите. Разве это не прелесть? Очень супер прелесть. Сейчас буду пробовать, дегустировать сразу. Ну все, друзья, пробуем. Сегодня из рук Катюши пробую. Вот такая вкусняшка. Посмотрите, мясо, макароны приготовились. А мясо просто тает. Полным ртом не буду еще разговаривать, я буду кушать. Не, мясо. Надо мне проглотить сейчас. Подожди. Все, выгружаем это все, чтобы занести домой. Вот такое шикарное блюдо у нас. Такие макароны. Занесем домой. И сегодня у нас Мария Олеговна в городе. И приедет, как раз будет очень шикарный ужин для нее. Ну вот и все. Так сказать, наше прекрасное блюдо, макароны с мясом, приготовленные в казане, в овощном, так сказать, соусе, готовы. Получилось очень вкусно, ребята. Очень вкусно, и макароны не разварились. Они приготовились, так сказать, в мясном бульоне. Очень вкусно все получилось. Мясо, свинина мясо, очень мягко тоже стало. Ну, приготовилось очень мягкое. Чеснок дал такую изюминку. Потом морковь кому-то может не понравиться, потому что она сладковатый вкус придает. А кому-то и понравится, так что кладите. Томаты я бы сюда добавил еще перца сладкого, но у меня не было. Потому что с перцем сладким, когда готовишь и кладешь разноцветные вот эти, желтые и красные, они, блюдо получается еще ярче, еще аппетитнее. Ну и так, в принципе, неплохо. У меня на канале есть подписчица Людмила. Она спрашивала в прошлый раз, сколько у меня дров уходит. Вот примерно столько вот эта куча была. Сейчас показываю. Вот эта куча, она вся полностью такие коротенькие дровишки. Вся сантиметров где-то 25, наверное, длиной дровишки. Ну, вот эта куча на приготовление. Ну, или осталось, еще там дымит, конечно, это все. Вот так. В принципе, дров-то для блюда немного уходит. Ну и что еще? Сейчас буду заканчивать. Теперь уже будем с Катериной заходить домой. И будем обедать, ждать нашу маму. Она сегодня поехала по делам в город. И к ее приезду у нас будет шикарный, просто шикарный ужин или обед, как его назовем, не знаю уже. Этот способ приготовления макарон мне понравился и всем рекомендую. Всем друзьям, всем гостям. Готовьте так, будет очень вкусно. Ладно, заканчиваю. Всем большое спасибо, кто был со мной на готовке, кто смотрит мои видео. Большое-большое спасибо за комментарии, за теплые комментарии. Очень приятно нам читать. Мы с Машей читаем, улыбаемся, отвечаем всегда. На каждый комментарий стараюсь я ответить. Или Маша там
если у нее спрашивают. Ну и все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Нажимайте на колокольчик, там есть с правой стороны кнопочка. Нажимайте на колокольчик. И вы не пропустите, когда выходит свежее видео, не пропустите уже точно и будете смотреть первым. Всем пока, до свидания, до новых встреч на нашем канале. Будьте здоровы, живите богато и вкусно. Все, всем пока.